про фильм еще такой короткометражный «Секс, страх и гамбургер». Я отказываюсь сниматься в сегодняшнем современном кино. Буквально неделю назад у меня было предложение от Нуртаса Адамбая. У тебя есть 2 штуки баксов? Две штуки нет, штука есть. Я говорю, все, поехали. В современной киноиндустрии все фильмы стали одинаковыми. Да. Под новостями очень много было комментариев негативных, вот, Казахстандар, что это такое, я. Мальчик, ты что выебываешь? Это моя большая ошибка, я приношу извинения, вообще мне так стыдно перед зрителями. Я пользуюсь случаем, я всем тем, кто следит за мной, я приношу извинения, что я принял участие в этом балагане. Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать на канале литературного клуба 451 градус. И у нас сегодня в гостях актер театра и кино Чингиз Капин. Здравствуйте. Да-да-да, приветствую, привет. Как дела у вас? Все хорошо? Спасибо. Как доехали? Да. С праздником вас. Сегодня запись 1 сентября, с Днем Взаимно. знания. Да, это классный праздник, и я даже каждый раз 1 сентября удивляюсь, почему я куда-то не иду в учебное заведение. Вы, как и я, как и мой оператор, оказались родом из Актюбинска. Оу, yeah! Да. Да, Актюбинск – это очень крутой город, потому что я очень много людей знаю, которые из Актюбинска, и они всегда отличаются Темпераментом чем? Умом. Умом? Да, мне так кажется. Что самые вот интересные моменты из жизни, можем сказать, из детства вообще с Актюбинском связаны? С Актюбинском, в Актюбинске я точно помню, что я провел там немного времени, но я помню, что на 1 этаже дома, в котором мы жили, была оптика. И каждый раз, я был фанатом Влада Листьева. Вот, и у него какие-то очки были крутейшие тогда. Я помню, что я прям хотел такие же. Я у этой витрины стоял, наверное, часами мог стоять и думать, типа, какие очки будут мои. А сейчас, конечно, когда я уже взрослый человек, я понял, что не очки делали Влада Листьева Владом Листьевым. И не бабочка, и не подтяжки, а то, что он думает и говорит. А в каком районе вы жили, получается? Я не помню, как он называется. Мне было лет 6, наверное. Хорошо. Максимум. Это самое яркое воспоминание. Да. Оптика. Бесплатная реклама для оптики. Да. Вы окончили в ГИК студенческие годы, да, можно сказать? В 2009 году уже вы закончили, да? Да, в 2009. И сегодня уже 10 лет, как я окончил институт, 15 лет, как я поступил в него. Буквально вчера мои однокурсники собирались в Москве, они сняли огромный ресторан, пришли наши педагоги. Я был онлайн вместе с ними. В прямом эфире сейчас можно быть где угодно. Да, и, конечно же, это огромное спасибо педагогам Института кинематографии за то, что они делают такой огромный вклад в развитие своих студентов. И это же ваши студенческие годы, можно сказать. И самое вот тоже яркое воспоминание, Да. кроме оптики, которая была в Актюбинске. А что там было у вас самое такое прикольной истории? Во-первых, я могу рассказать классную историю. Во ВГИКе, когда мы выпускались, и на актерских факультетах всегда есть дипломный спектакль. Это были «Три сестры» Чехова. Была у меня там роль Федотика, небольшая роль. В общем, спектакль мы сыграли отлично, и было такое решение сценическое, режиссером поставлено, что все в белых тканях. То есть вся сцена была укутана различными белыми тканями, была белая мебель, белая посуда, белые костюмы. Все это смотрелось очень воздушно и красиво. Но после того, как мы этот спектакль дипломно отыграли, получили экзаменационные отметки, комиссия ушла, мы остались вечером, чтобы все это дело отметить. А как это все отмечается? С помощью алкогольных напитков. Так вот, выпили мы, конечно, в меру, потому что мы люди интеллигентные. Однако, Белого? Да. Белого, сухого. И решили вдруг почему-то покурить прямо в окошко. Так, аккуратненько. И когда мы уходили последние, кто-то из нас, я не помню кто, сделал, бросил окурок. И, в общем, 4 утра, общага.
и раздается звонок тревожный о том, что в ГИК горит. Ох. Вот, загорелась наша аудитория, это действительно так. Нас всех вызвали в 7 утра туда, когда пожар уже был потушен. Завели, значит, дело, строгие выговоры. Однако наш декан по актерскому факультету нас не сдала. Она придумала фразу, что я лично видела, как ребята уходили, и аудитория была чиста. Да. Но потом, естественно, у нас состоялся разговор с деканом факультета Еленой Евгеньевной Магар, которая сказала: ребята, я вас люблю, но в следующий раз будьте аккуратны. Вот. Классно вас прикрыли. Неплохо вышло. Самая, скажем так, ваша запоминающаяся, либо трудная роль в театре и в кино, которая была? Да. Я могу сказать, что, конечно, одной из самых сложных для меня ролей оказалась роль Гамлета Уильяма Шекспира в театре «Артишок». Над этим спектаклем мы работали чуть меньше года. Это были постоянные разборы, понимание материала, потому что, как оказалось, Шекспир не мог взять и написать прямо историю. Вот надо было там наворотить всяких делов. Но, в принципе, он отразил-то свою современность. И когда Галина Пьянова предложила взять эту историю, посчитав ее актуальной, учитывая сегодняшнее наше положение, мы с ней все согласились. И когда мы начали разбирать пьесу, мы находили моменты, которые просто нас очень сильно удивляли сходством того, что и происходит в нашей королевской семье. Да. А это в каком году было? Спектакль? Да, сам спектакль. Первый спектакль, но он был вот в конце сезона прошлого, в конце прошлого сезона. Ну, то есть мы его, это посчитаем, можно сказать, премьера. Мы его начали играть зимой. И я уверен, что в этом 19-м сезоне, предюбилейном сезоне, уже в параллель с актерской режиссерской школой, мы в репертуаре обязательно будем ставить спектакль «Гамлет». Одна из моих любимых ролей, которая с каждым днем, с каждым спектаклем и с каждым выходом на сцену для меня ставит нескончаемое количество вопросов, на которые я либо нахожу ответ, либо нахожу этот ответ вместе со зрителями, либо мы вместе со зрителями просто задумываемся на этот вопрос, так быть или не быть. Проснулся я или не проснулся я? В кино? В кино могу с уверенностью сказать, что я считаю из всех своих киноработ, если их посчитать таким образом, как бы если бы я хотел себя прорекламировать, то окей, там их более 20 киноработ. Но если считать по профессиональной планке, то это единственная у меня роль в кино есть, которая называется... Фильм называется «Финансист. Игра на вылет». Да. Мой персонаж Таир Сергазин. Это финансист, который существует в определенной финансовой, криминальной системе нашей страны сегодня. Эта роль для меня была действительно сложной, потому что я играл не самого себя, как это часто принято у нас в современном кино, использовать органический образ человека, когда просто нужно произвести текст, отыграть, да. А там именно, черт возьми, был другой человек, то есть он мог все решить сейчас здесь и сказать: все, пошли отсюда. Что? Ну, то есть, как бы, он другой. И для меня, как для актера, это было очень важно, играть не самого себя. А то, что нюансы финансовые именно, там, брокеры, они же брокеры все были. Да. У меня в течение месяца была подготовка, я посещал различные тренинги, финансовые семинары. Это компания Freedom Finance, которая поддержала этот фильм, создание его. И там работают очень умные люди, я скажу. И не только умные, но и желающие поменять свою жизнь. В финансовом положении. Да, но как только ты задумываешься об этом и даже пытаешься реализовать, то ты, конечно, сталкиваешься с какими-то... Более выше. В фильме так и было, да, я помню. Поэтому очень, очень важно, конечно. И для меня тоже, как человека, конечно, поднялись многие вопросы, то есть, условно, там, стану ли я связываться с этими
темными финансовыми силами, либо я лучше честно, спокойно, тихо, как артист, буду получать свою небольшую зарплату и строить какое-то светлое будущее для нашего нового поколения. Круто. А вообще для вас важен сбор фильма? Кассовые, да, Да, сборы? кассовые сборы. Конечно, да. Я думаю, что все продюсеры, прежде чем Ну, взяться... продюсер, да, понятно. Да. А как актеру? Как актеру для меня более важен, конечно, отзыв зрителя. Зашел фильм или нет? Да. Пусть это даже будет не в количестве, потому что ясное дело, что кинематограф у нас не так развит, у нас небольшое количество кинотеатров на нашу большую республику. И поэтому для меня важно, чтобы был хороший, интересный отзыв зрителя о кино. Даже если прошло небольшое количество показов, но при этом есть большое количество комментариев на тему того, что как сыгран персонаж, как в общем смотрится кинокартина, какой анализ делает зритель, то для меня это является, наверное, успехом. Я до сих пор по сей день получаю очень много комментариев, писем от зрителей, фанатов творчества. И мне очень льстит это, мне очень нравится, что мою актерскую работу могут оценить. Творческое объединение. Райм и Артур. Песня «Саукеле». Стихи читает актер Чингиз Капин. Встает Тан-Ертин, Енеге дает салем. Николая мода не украсит Саукеле. Накрытый дастархан приготовит блюдо мужу. Баурса, казы карта и бешпармак на ужин. Накормит и оденет, на работу провожает. Не танцует тверк, танцует хамажай. Она знает, что такое воспитание мамы. Где надо поклониться, где надо до свидания. Народ помнит, и я об этом не забуду. Историю любви, Акжибек и Баян Сулу. Храбрее девушек-казашек не найти. Бери пример от Маншука и Алии. В общем, наши девушки просто огонь. Сжигают красотой и дарят только тепло. А теперь спросите у нее, что за милашка? Она ответит скромно: я девушка-казашка. Про фильм еще такой короткометражный «Секс, страх и гамбургер». Да. Он, не так много его было в прокате, но он, кажется, был сделан для фестивалей, правильно? Да. И не так много информации про нее. Вы можете про этот проект Да, сказать? конечно. Как ни странно, в Казахстане, да, если взять локальнее, в Алмате, очень много людей, которые считают себя творческими, очень много различных сейчас частных киностудий. Да и вообще, в принципе, в мире сейчас каждый хочет снимать, что-то делать. Даже на смартфон можно сейчас уже делать что-то. Действительно так. И у нас в ССЛУ есть общий знакомый, профессионал, он кинорежиссер, это Ильдар Шибанов. Компания Art Department, они занимаются созданием профессионального грима, реквизита. В основном это какой-то сложный грим, это может быть там триллер какой-то или даже фильм ужасов. Они постоянно апгрейдят свои знания и летают в Лос-Анджелес для того, чтобы привозить какие-то киноновинки. Но, к сожалению, это становится не особо интересным для нас, потому что у нас еще пока не так сильно развит кинематограф. И у него появилась идея сделать короткометражный фильм. Это его, можно сказать, одна из дебютных работ. Он написал такой интересный сценарий и дал нам его прочесть. Это было 1,5 года назад. Или даже, 2 года назад было. И премьера была в прошлом году вроде. Да, премьера была в прошлом году. Мы прочли и сказали, да, это интересно. Это небольшая история об исследовании психологии и, наверное, мужчины в образе главного героя Искандера, который занимается фотосъемкой, исследование его чувств, эмоций,
по отношению к женщине, с которой он живет, встречается, его переживания. В общем, там встречается с девушкой, которая играет Айсулу Азимбаева, и у них происходит сексуальный опыт. Фильм очень, я бы сказал, странный. Ну вот когда я уже его посмотрел на экране, причем на большом экране в Венеции, на Венецианском кинофестивале, он, мне кажется, очень тонко созданный. Эльдар Шибанов очень чуткий человек. Он знает, что такое детали, запахи, взгляды, дыхание, такие вещи. Потому что чаще всего там какой-нибудь режиссер недалекий, хотя который снимает очень популярные кинофильмы и пытается на этом зарабатывать деньги, такого никогда не сделает. Вот. Ну, фильм получился интересный, и он не был в прокате, и действительно, наверное, его стоит уже открыть, наверное, для общей публики. Ну, хотя бы сейчас многие начали заливать в Ютубе. Ну да. Просто там есть сцены такие откровенные. Ну, вы можете поставить ограничения, как бы можно. Сейчас все есть же в интернете. Да-да-да. А почему именно гамбургеры? Гамбургеры. Дело в том, что он является фуд-стилистом, фуд-фотографом. И снимает во время того, когда все это дело происходит. У него параллельно еще идет и антитеррорный что-то, уровень красный. Да, я синопсис читал. Да. Вот. Фильм забавный. И это за 20 минут уместили вот эти все. Да, конечно. Самое интересное в этом фильме то, что мы с Айсулу Азимбаевой, успешной актрисой Казахстана, снялись бесплатно. То есть это была чистой воды творческая затея. И, может быть, в этом и заключается успех каждой кинокартины, когда тебя интересует прежде всего идея, а не деньги. Вам не кажется, что сейчас в современной киноиндустрии все фильмы стали одинаковыми, и все герои, актеры играют эти роли, все тоже однотипные, и одни и те же актеры играют? Да. Особенно это тойские, килинские фильмы, которые сейчас очень популярны, комедийные. Да. Но уже потихоньку выходят и жанры ужастиков, жанры там разные артхаусные, да, в прокаты выходят. В прошлом году, кажется, или в начале года была Айка выходила. Да. Но это очень редко, и она, кажется, особо и не собирает кассу. Конечно, потому что вообще общее положение в мире, человек перестал думать. Он забывает, что у него есть право выбора. Он забывает про то, что он может читать книги, например, элементарно какие-то вещи. Мы сейчас привыкли все в смартфоне. И поэтому это имеет отражение в современном кинематографе. И тем более у нас, где-то в степи, где вообще, я грубо скажу, да, условно, мы там с деревьев только слезли. Ну, понятно, потому что там бить себя... С коней слезли. Ну, с коней хорошо слезли, а потом их еще и съели. Глупо говорю. Ну, так, если просто вот гротескно об этом сказать, да. Не хватает знаний, элементарных знаний, потому что сейчас в кинематографе, вот я прихожу на киноплощадку, я вижу более 70% людей, которые работают на площадке, они с улицы. То есть не только артисты, да, с улицы. При этом это возможно, это принятый опыт взять человека на роль с улицы, потому что он максимально подходит под вымышленный образ, да, типаж. Но когда оператор с улицы, когда вдруг звукорежиссер сказал, что ну я там работал в интернет-кафе и понял, короче, что я решил этим быть звукорежиссером, ну я чисто буду микрофон хорошо держать. Но это же звукорежиссер, он отвечает за полностью звуковую часть фильма. Так вот, все это как-то влияет не очень хорошо на сегодняшнее кино, несмотря на множество жанров, в которых себя пробуют местные отечественные кинопроизводители. Я их только поддерживаю, потому что, как мой педагог во ВГИКе говорил, пробы и ошибки, пробы и ошибки, пробы и ошибки. И только таким образом мы каким-то макаром, наверное, найдем в себе какое-то мастерство и тонкую линию киноискусства. Я отказываюсь сниматься в сегодняшнем современном кино. Буквально неделю назад у меня было предложение от Нуртаса Адамбая.
Не лично от него, его кастинг-директор позвонил и предложил попробовать принять участие в фильме «Килинка, Сабинка 3». Не третью часть. Да. Начинается. Да. Я безумно уважаю труд Адамбаева. Мне очень нравится его течение, подход. Он это создает, но мне это, допустим, не близко. Более того, почему я отказался? Потому что я четко знаю, что я не войду в жанр комедии. Мой ум не позволит мне брать какую-то среднестатистическую ситуацию и просто выдавать какие-то смешки. Потому что мне хочется, чтобы то, что я говорю, оно было более действенным. Может быть, это во мне и говорит самолюбие, но тем не менее я уверен, что в моей карьере мои зрители, пускай их небольшое количество, ждут от меня чего-то более умного. А роль в «Брат» или «Брак 2»? Что самое, это я сегодня обсуждал. Я завтра улетаю в Чимкент на съемки одной кинокартины. Не буду рассказывать, о чем идея, но могу точно сказать, что это дебютанты. Однако дебютанты, наверное, всегда по-разному звучит, потому что, допустим, режиссер и продюсер этого фильма очень начитанный человек. Мы с ним встретились, чтобы обсудить роль, и встреча продлилась, вы не представляете, 4,5 часа. Вот за столом и кофе. Чисто обсуждение. Да. И в основном говорил он. Я услышал в нем какие-то законы Ежи Гротовского. Я услышал в нем какое-то поведение Станиславского, Питера Брука, понимаете? Я думаю, так, подождите, в Казахстане человек, который никогда не занимался кинематографом, прочитал кучу литературы и пытается это все реализовать и воплотить. Я сказал, да, я буду с тобой работать. Да. Я буду с тобой работать. И завтра я, допустим, улетаю всего на 3 дня, у меня там эпизодическая роль. И благодаря его отношению и его знаниям я подключаюсь к этому дебютному кинопроекту тоже как профессионал. Уже неделю назад я начал думать о том, кто мой персонаж, почему он так поступает, что он хочет, как он одет, как он разговаривает, как он двигается. Какие интересные детали могут быть в этих 3 единственных сценах в этом фильме, каким бы он ни получился. Но во всяком случае я дам абсолютно все, чтобы этот фильм получился крутым. Что касается возврата, «Брат» или «Брак 2», могу с полной уверенностью сказать, позвонила мне Куралай. Тоже актюбинская, да? Да. И сказал, кореш как там у тебя? Братан, я хочу, чтобы у меня в фильме было много, даже в эпизодических ролях были узнаваемые лица. Я говорю, да без проблем, говорю, заплатишь мне такую-то сумму? Я отнесся к этому прям коммерчески, еще тогда из финансиста не вышел. У тебя есть 2 штуки баксов? Такой, знаешь? 2 штуки нет, штука есть. Я говорю, все, поехали. И я понял, что это моя как раз таки, как я говорил, пробы и ошибки. Это моя и проба, и ошибка вместе. С Файнером в одной сцене, скажем так. Абсолютно необходимая сцена в этом фильме, вообще ни о чем не рассказывающая. Режиссер там был, опять-таки, как кажется, дебютант, если не ошибаюсь, он был и сам сценарист всего этого дела. В общем, я понял, что это не мой жанр, это моя большая ошибка, я приношу извинения, вообще мне так стыдно перед зрителями, которые мне вдруг пишут, вы знаете, я была на спектакле «Уят», и вчера мой братишка смотрел фильм «Брат» или «Брак 2», я вас там увидела и подумала, господи, Чингис, неужели у вас нету денег, просто покушать, зачем Давайте мы делаете? подкинем, да? Да. Я пользуюсь случаем, я всем тем, кто следит за мной, я приношу извинения, что я принял участие в этом балагане. Мне кажется, я в добром слове говорю балаган, в плане как повеселиться, поесть попкорн, сходить с семьей. А так-то фильм-то популярный, я думаю. Первый, он собрал самый большой кассовый сбор. Второй не знаю, но первый точно собрал. Просто о вкусах не спорят, не знаю. Когда снимать кино, конечно, заставляющее человека подумать о чем-то.
У вас режиссерский опыт же был. Да, у меня есть режиссерский. Сериал «Осель», «Осель, друзья и подруги», да. Это было, наверное, такое, как бата, что ли. В общем, Абайс Адвокат Чакарпыков, человек, который меня в принципе привел в кино, да, я в 14 лет принимал участие в сериале «Саранча» на Хабаре. Мне кажется, он сделал крутую вещь, еще тогда предвидел, 10 лет назад, что Чингис, ты можешь стать хорошим режиссером. И дал мне 150 серий, которые я успешно отснял в английской технике британской, которую привезли нам еще создавая сериал «Перекресток». То есть там особенная система вызова актеров, читок сценария, создания мизансцен, работы операторов. Все настолько заранее подготовлено, что наш съемочный день, вы не представляете, занимал всего, вот мы в 10 утра у нас был мотор, в 5 вечера все уже расходились домой. Ну прям 8-часовая рабочий день. Да, и причем в 5 вечера у меня продюсеры получали диск с готовым, смонтированным, со звуком материалом. Ну, вот. Сериал он так и должен штамповаться, скажем так. Да. Поэтому и оперативность. А у нас же как? У нас бюджет получит, режиссер-дебютант, и он начинает этот свой сериал пытаться сделать как полный метр. А давайте будет так, а эта локация нам не нравится, я вижу так, а давайте возьмем другого актера. Хочется сказать, мальчик, ты что выебываешь? Да? Ну запикаем, я не знаю. Нет, я имею в виду. Оставим. Ну понимаешь, ну просто другого слова нет. Ты пойми, что у тебя определенный бюджет на серию, надо сделать так, упростить сценарий, взять, может быть, актеров, но попроще и так далее, и так далее, и так далее. Прописать лучше хорошо диалоги, нежели думать о том, во что будет артист одет. Стихи Адиля Жалелова, «Скриптонит. Космос». Читает актер театра и кино Чингис Капин. Ты пахнешь, как любовь. Ты сумасшествие с первого взгляда. Ты пахнешь шоколадом, пахнешь, как цветы. Пахнешь, как мечты, воплощаемые с нуля. Пахнешь, как желание, чистое, животное желание. Но ты пахнешь на 16. Ты, как первое свидание. Ты пахнешь так, что ты пьянишь. Пахнешь, как незабываемый движ. Пахнешь, как косяк, как мило, самый благородный сорт. Пахнешь, как победа, и я горд. Пахнешь, как деньги. Ты без стука открываешь двери. Ты можешь мне не верить, но ты пахнешь, как бензин. Ты можешь сжечь меня, как старый Мерин. Воздух в моей атмосфере. Пахнешь наготой, даже когда тепло одето. Пахнешь, как планета. Пахнешь, как космос. В прошлом году у вас была фотосъемка для Men's Health. Да. Где в образе американского психопата вы выступали. И под этим постом, ну вообще под новостями очень много было комментариев негативных. Вот, Казах Сындар, что это такое, яд. Ага. И как раз спектакль «Яд», ну, конечно, с другой стороны у вас, да, было, скажем так, которая девушка, которая забеременела, потом выбросила. Да. Но вообще к теме «Яд» у нас в Казахстане. Как вы относитесь? Что вообще реально яд должно быть? За что должно быть стыдно? А за что не должно быть стыдно? Тут вопрос вообще, конечно, обширный. Что касается уята, это словно некоторая религия, наверное. Смотря как ты относишься. Я достаточно скептически относился вообще пару лет назад, даже года 3 назад, к тому, что вот есть такое понятие, как уят. И наоборот, я бил себя в грудь, что типа, камон, надо все раскрывать, надо все эти гнойники вскрывать, эти фурункулы лечить и так далее. Но опять-таки есть вещи, конечно, затрагивающие какую-то этику, мораль, ну не знаю, то есть какие-то вещи, воспитание.
Есть вещи, я скажу, есть вещи, о которых бы я не стал говорить прилюдно, касающиеся, там, например, какой-то моей личной жизни, да, личное семьи. пространство. Да. Это да, но что касается, допустим, каких-то вещей, условно, там, домашнее насилие, да. Сейчас то, что изнасилования очень много, то, что закрывается. Об этом, конечно, нужно говорить. Ну, то есть, не знаю, есть, например, такая профессия, о которых, мне кажется, мало кто пользуется услугами этой профессии, называется психолог. Да? У нас в Казахстане. То есть у нас психологи это в основном родственники. То есть, алло, Мария, та-та-та-та-та-та. Мария звонит там еще дальше. То есть потом есть старейшина, вот, то есть есть там бабушка или дедушка, который принимает решение, да, среди наших родственников, как сделать в этой ситуации. Может быть, оно и классно, это преемственность, это традиции, но мы сегодня живем в таком времени, когда открыто все. Сейчас там 7-летний ребенок может узнать, что сегодня в Техасе расстреляли 7 человек, пойдет и сбросится с крыши самостоятельно, абсолютно легко, беспричинно. Часто бывают такие вещи, мне кажется. Поэтому уят это, конечно, такая штука. Не знаю, я боюсь уят. Но это вот уят, он во мне тоже есть все равно. Но это как генетически заложенный, можно сказать, у нас формула, что многие вещи этим и прикрываются. Но почему-то нашим чиновникам не уят, когда там что-то воруется или что-то. Это вообще, я не знаю, но все равно у каждого есть, я уверен, что в каждом живет кусочек Бога, в каждом живет. Власть. Не знаю. Но, в общем, все будет на своих местах в любом случае. Либо после жизни, либо во время жизни. Каждый получит... Низами, азербайджанский, если я не ошибаюсь, поэт там прошлых веков, да, там 100 лет, 100 веков, 100 лет, я не знаю сколько, ну вот. Совершай добро, не обольщайся злом. Добро к добру привязано узлом. Совершай добро, оно со дна колодца когда-нибудь тебе добром вернется. Вот такие вещи меня интересуют. И я в это верю. Что бы ты ни сделал, обязательно имеет некоторые отражения где-либо, когда-либо. Да, эта тема есть и в философии, и в религии, это везде как бы есть. Да. Согласен. Да. Все-таки вам что? Все-таки что вам ближе? Театр или кино? И театр, и кино. Неразделимы. Это как, знаете, просто мы, вот наше поколение, мое поколение, оно как-то вот воспитано так, что надо выбрать что-то одно. Да. Вот это вот дурацкое понимание, что вот у тебя есть выбор, ты должен сделать выбор. Правильно, неправильно, институт или курсы, или колледж. Вот выбери, сделай выбор, будь решительным и ответственным. И иди. Да. Если посмотреть на ребят, которые воспитаны сегодняшним днем и рождены там, да, 15-20 лет назад, 2000-х, они более как-то очень проще. Свободно. Они могут переносить дедлайны, они могут говорить, я буду и музыкантом, и врачом. В чем проблема? Нет, да? В чем проблема? И вот этот конфликт вот этот вот отцов и детей, конечно, но так как вопрос все-таки прозвучал, я по-свойски, наверное, отвечу, что мне, конечно, ближе театр, потому что в нем больше отзыва, в нем... Хвала. Да, ты уже конечно, и тут работает все абсолютно. И театр помогает тебе расти как человеку, жить, он помогает жить как человеку. Если бы я не был актером, я бы обязательно ходил бы просто в театр для того, чтобы понимать какие-то вещи, видеть больше и чувствовать, и слышать больше. Вот. Что касается кино, это моя давняя мечта. Это, не знаю, если говорить о кино, я поеду в Голливуд и буду там работать. Жанна Исабаева, например, я думаю, с распростертыми объятиями меня встретит и скажет: «О, Чингис, я тут ждала тебя, я тут живу уже там 7 лет, давай-ка я тебя сниму в кино». Почему нет? Легко.
Мне нравится эта идея, что там, допустим, какие-то люди просто берут и меняют место жительства. Это же просто. Съехал. Это Сейчас же границы просто. стерты. Какая разница? Вот там все сетуют, из Казахстана уезжают, умы. Ну, камон, мы все на одной планете живем, мы все на ней и сдохнем. Певец The Limbo. Творчество «Обманула» в исполнении Чингиза Капина. Зачем договорились с тобою мы? Я подумал, это просто пустяк. Что мы натворили с тобой? Ты меня виновным, ладно, пусть так. Может, дело во мне? Что было не так? Ты же мне обещала. Почему ты мне наврала? Дай хотя бы знак, у нас времени валом. Нежность всю тебе искал, нежность. Между нами огромная погрешность. Я так тебя ждал. Ты меня опять обманула. Я ищу тебя там, где фонтан. Мы же там с тобой договорились этим вечером. Странное стихотворение. Есть такой режиссер, ну скажем так, пускай будет мировой, может казахстанский, у которого вы хотели бы сняться? Да. Я бы хотел сняться у Мартина Скорсезе. Какую бы роль? Любую бы, да? Любую, конечно. Как актер голодный, любую бы сыграл роль. Я бы хотел сниматься у Сергея Дворцевого. Не знаю. Айка. Тюльпан. Да, все теперь. Мне нравятся люди, которые увлечены своей профессией и отдают для этого все. Время, деньги, семью, любовь, силу, да. Жизнь отдают. А так, что типа, а давай-ка поснимаем там, типа, то моя любимая фраза Роберта Де Ниро: если у вас какая-то заварушка, то я лучше посижу дома. Ага. Ну как бы, почему бы нет? Классно же. Дома чайку попил, чайку попил, там постирал, что-то приготовил, поел. Вот. Мечтаю, чтобы Галина Пинова, моя большая любовь, мой режиссер во всем, чтобы она сняла кино. Я уверен, что впереди это скоро случится, и я мечтаю у нее сняться как у кинорежиссера. Да. А как раз Уяджа, она же режиссировала, да, правильно? Да. Про новый проект театра «Артишок», скажем так, мини-реклама. Расскажем нашим зрителям? Конечно. Это, наверное, большой подарок для нашей земли, когда современное искусство говорит не только «приходите на нас посмотреть», мы делаем актуальные вещи, но еще и «ребята, если вы хотите, мы вас этому научим, и вот мы вам отдаем». Это грант. Это реальная профессия актера или режиссера, театрального менеджера или художника по свету. Сейчас с этого сезона и уже до сих пор еще до 13 сентября можно успеть подать заявку, если ты считаешь себя творческим человеком, если тебе нравится театр и есть что сказать зрителю, ты можешь попробовать сделать это. Причем нет никаких возрастных ограничений. Да, есть ограничения по гранту, так как это бесплатное обучение, мы немножко лимитировали количество студентов, которые получат образование бесплатно. Сколько будет? Это от 18 лет, во-первых, до 28, 25 учеников. Далее это могут быть люди старше, и количество курса может быть больше, но это будет небольшое платное обучение очень по доступной цене, которая там покрывает какие-то административные лишь расходы по школе. Мы будем все преподавать, мы одержимы этим, мы хотим передавать знания свои и свой опыт, более того, создавать что-то вместе, иметь какую-то гастрольную судьбу вместе с молодыми ребятами. И мы верим, что 2 года – это очень крутой срок, это ни много и ни мало. Именно так должна строиться
система обучения какой-то новой профессии, потому что университет – это слово очень старое. Ну, практики меньше, да, скажем? Да. Мы, там то есть, теория в основном стала да, а тут же в первый же день мы начнем сразу работать с этюдами, это будет реальная сцена, реальные репетиции, какие-то показы, мастер-классы. И я даже скажу больше, я буду летать сейчас часто в Москву для того, чтобы получать какие-то знания и тут же их условно вот... да, как будто бы я вот зачерпнул и тут же выйдет. Вот, то есть я готов делать такие вещи. А вообще вы в планах, в глобальных планах, это ежегодное событие будет? Ежегодно вы хотите набирать? Нет. Такое происходит редко, раз вот в 10 лет. Если я не ошибаюсь, в 2007 году была крайняя школа, в 9 они выпустились. Это были как раз выпускники Анастасия Тарасова и Виктория Мухамеджанова. Который сейчас директор, да? Да, который сейчас одна из них управляющий директор, другая из них ведущая актриса театра, также и педагог по вокалу в будущей школе. Перспективы очень крутые. Мне кажется, театр спасет мир. Я в этой области фанатик. И вот можно найти какой-то неограненный алмаз, скажем так, из улицы, да, человек пришел, раскрылся и себя раскрыл. А если, например, человек дальше не будет актером театра и кино, что даст этот курс? Во-первых, он научит быть человеком. Мне кажется, это классная штука. Быть человечным во всем. Уважать человека, любого человека. Нет войне! Миру мир, знаешь, вот это вот все. Да, хотя, если отталкиваться от практики, то все ребята, которые закончили, допустим, вот актерскую школу «Артишока», все сейчас работают в области театра и кино. Абсолютно все. Нет ни одного человека, который бы забросил. Хотя после ВГИКа, например, вот там как раз-таки в этой уже устаревшей системе из 25 человек только 3 работают в театре. 2 они сейчас в Москве, 1 из них я. Остальные 20, там 1 человек, 22. Кто в бизнес, кто-то. Конечно, кто на завод. Да. А хотя у вас же там отбор 2500 человек, и 25 человек остается. Из этого остается 3 человека, которые работают. Да. Ну так как раз очень большой сепаратор, скажем так, у вас. Также и в балете, например, тоже. 8 лет вкладывают, а потом бац, и он идет, не знаю, мыть окна. Ногами. Да. Вы же сейчас возвращаетесь, да, в балет? Да, у меня есть, не скрою, один проект, который будет после Шымкента, продлится, наверное, в течение всего сентября. Это интересная достаточно роль в 10-серийном фильме производства креативной лаборатории 567, которая создает в основном телесериалы. Под руководством Оскара Узабаева будет интересная история о герое, который является артистом балета. Спойлерить я не стану, потому что эта история максимально проста и очень узнаваема в сегодняшних реалиях. Очень крутой там актерская вот эта линия. Вот линия, я говорю, это не линия, а как это назвать? Осциллограф, спирали, я не знаю. Ну да. Гиперболы. Да. То есть, короче, актерский диапазон очень большой, чтобы показать и свои актерские возможности, да, разные. Разношерстные, да? Да. Вот. Я очень сейчас получаю динамичные тренировки. По утрам это балет, вечерам это тренажерный зал. Бассейн? Да, бассейн, потому что он артист балета, а потом становится пловцом. Вот так можно сказать. Подготовка у вас месяц? Да, примерно месяц, и я уверен, что это будет качественный продукт. Потому что я каждый раз зарекаюсь, я каждый раз где-то снимусь и говорю, все, я больше с казахстанскими кинематографистами не работаю. Но актеров всегда надо делить на 2. Я всегда даю себе такую скидку, вот я там в горячности скажу. Хотя есть вещи, есть люди, которым я уже отказываю раз и навсегда работать. Вот, я надеюсь, они на меня не будут обижаться. Это какая-то личная неприязнь? Или что это было? Нет, это просто результат, я просто вижу контент, работы какие-то. Я хожу на казахстанское кино,
Порой бывает весело, а порой просто хочется провалиться прямо в Ессентае, допустим, сижу, хочется провалиться в самый паркинг на П2. От стыда, который я испытываю со своих коллег. Актеры, блин, ни в чем не виноваты, черт возьми. Песня творческого объединения Ирины Кайратовны «Не энгме» читает Чингиз Капин. Нет, я рук не уберу, знаешь, чисто из-за принципа. Я не строю принца из себя, ведь и ты не принцесса тоже в принципе. Сама, да, ты явно заблудилась, ты по пьяни явно себе допустила. Залезай на мотоцикл, цыпа, пока кто-нибудь не прицепился. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Не энгме. Не энгме. Не энгме. Не энгме. Ваше отношение к литературе, любимая книга, произведение, скажем так, кого бы вы хотели сыграть или сыграли? На данный момент я могу сказать, что с литературой у меня особое отношение, потому что моя бабушка, мамина мама, она 45 лет преподавала русский язык и литературу в казахских школах в Гурьевской области, Атырау, что ныне. И все мое детство, когда я летом с ней проводил, конечно, было пропитано различными книгами до тошноты. То есть, как только я стал совершеннолетним, да, свободным человеком, я, наоборот, очень долго отказывался от книг. То сейчас, только спустя очень много времени, особенно после театра, театр мне опять подарил эту любовь к литературе. И, допустим, сегодня я не могу сказать, что я тот человек, у которого всегда там у кровати лежит какая-то книга, да, которую я открываю. У меня есть книга, которая лежит рядом с кроватью, но я ее открываю там, условно, 2 раза в неделю, да. Это уже хорошо. Да, в основном это какая-то профессиональная литература, касающаяся моей одержимости к профессии. У меня лежат прекрасных 2 тома дневников Станиславского. Это такой Facebook нереальный. Вот чем я сейчас полчаса проведу перед сном в Фейсбуке ленты, там, читая чьи-то там отзывы, посты, то еще круче прочитать эти посты у Станиславского Константина Сергеевича. Правда. Вот прям рекомендую найти дневники. И там у него прям написано там пятница, 16 августа, такой-то, такой-то год. Вышел из дому, моросит, непогода, попью чаю, надену костюм. Все. Ну, какие-то разные такие. И есть большие у него посты, есть маленькие. Это все интересно. Что прям ленту листаешь и лайки ставишь. Да. Я не читаю никакую там психологию, еще что-то. Художественная литература, да. Мне очень нравится Чингиз Айтматов, в честь которого я был назван. Он прям как-то ложится в мою душу, в мой ум абсолютно каждым словом, каждой страницей любого абсолютно рассказа. И когда мне хорошо, то я всегда понимаю, что это рядом близкие люди, солнце, море и Чингиз Айтматов. А самое любимое произведение все-таки? От которого прям кайфуешь, можно сказать, перечитываешь? Мне нравится «Плоха». «Плоха». Да. Не знаю, не могу анализировать, что-то говорить, но просто с каждым разом, когда я перечитываю произведение, у меня что-то поворачивает, я чувствую, как я не развиваюсь, а меняюсь как человек. Мне помогает это
ответить на какие-то вопросы, которые возникают у меня сейчас, сегодня. Бывают какие-то трудные тупики, какие-то ситуации, которые невозможно решить. А потом бац, так книгу открыл и... Вот же ответ, да. Ничего себе, так просто. Вот. Я могу сказать, что не являюсь религиозным человеком, там, я не читал Корана, я не читал Библии, да. Окей, по детству понятно, да, там какая-то Библия раскрашенная, какой-то раскрашенный как бы Коран, вот. Но есть какая-то штука еще, как все-таки вера. Не в кого-то, не во что-то, а просто понимание веры. И она во мне есть. Я не могу пока сформировать во что-то это какую-то форму, но точно знаю, что без веры нельзя. Да. Вот нельзя без веры. Вот я сегодня пришел с вами болтать, и я прям верю, что этот разговор не просто так, что он поможет кому-то, либо мне, либо всем, либо он будет просто настолько интересный, что завтра пойду и свою программу открою. Украду идею. Надо сразу запись сделать, что могут украсть. Да. Запубликовать. Пожелания от вас, нашим зрителям. Друзья, сегодня я нахожусь в литературном клубе 451 градус, и я благодарю организаторов, да, сегодняшнего этого мероприятия, этой программы, потому что мы действительно, мне кажется, можем, если настроимся на хорошую волну, то можем говорить о каких-то интересных действительно вещах. Мне хочется пожелать вам, чтобы ваш речевой аппарат, так у нас говорят среди актеров, то есть язык, рот, чтобы он работал в гармонии с вашей душой, вашим мозгом, чтобы ваш язык становился лучше, умнее, быстрее, если это необходимо, и чтобы каждый человек был для вас, как хотите, другом, братом, мамой, соседом, но вы всегда помнили, что это такой же, как и вы, человек. Вот. Отлично. Спасибо вам за беседу. Все Спасибо. было круто, интересно. Рахмет, спасибо большое. Одно слово хотя бы должно быть на казахском. Да.